Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа про авто. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Ларина Сукуева. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Как снизить аварийность на дороге? Впереди каникулы. Как правильно перевозить группы детей? Что такое бустер и как его правильно выбрать? Можно ли парковаться, если нет знака «Парковка запрещена»? Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит риэлтор агентства недвижимости Джилусхан Иванов. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 5 по 11 мая зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, где травмировано 10 человек, в том числе пострадало 3 несовершеннолетних. 6 мая в городе Мирный водитель автомобиля Nissan Qashqai совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть в неположенном месте из-за передней части стоящего на остановке автобуса. Ребенок был доставлен в городскую больницу, где ей диагностировали перелом ноги и назначили стационарное лечение. А в Якутске 11 мая водитель, управляя автомашиной Hyundai Creta, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Succeed. В результате ДТП водитель второго автомобиля и его пассажиры получили различные травмы. В этот же день на улице Чернышевского водитель автомобиля Toyota Corsa, не выдержав безопасную скорость и дистанцию, совершил столкновение с автомобилем Toyota Altezza. В результате столкновения несовершеннолетний пассажир автомобиля виновника получил травмы. Днем ранее на улице Каландарашвили и Жарницкого неустановленные водители совершили наезды на стоящие автомашины, после чего покинули места дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция напоминает, что оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав сроком от 1 до 1,5 лет или административный арест до 15 суток. А мы продолжаем. В быту и водители, и пешеходы часто объединяют понятия остановка и стоянка общим термином парковка. Но по правилам дорожного движения парковка – это отмеченное соответствующим знаком или разметкой место для стоянки автомобиля, а не действие водителя. Наша постоянная рубрика «На месте» расскажет, что такое остановка и стоянка, как не получить за них штраф и чем они различаются. В Якутске на улице Орджоникидзе и не только часто можно наблюдать картину, как водители беспечно паркуют своих железных коней на автобусной остановке. Мы хотим напомнить, что согласно правилам дорожного движения водитель может остановиться на остановке для общественного транспорта, чтобы высадить или, наоборот, посадить пассажиров, но долго стоять, например, в ожидании попутчика, там нельзя. Согласно дорожных знаков 3.27, то есть стоянка, остановка запрещена, в данном случае вообще остановка и стоянка транспортного средства на данных участках запрещена. Ну а где установлен знак 3.28, стоянка запрещена, то тут уже, согласно правилам дорожного движения, запрещается стоянка транспортных средств. За нарушение правил парковки предусмотрена административная ответственность. Гражданина могут оштрафовать, а автомобиль увезти на штрафстоянку. Согласно части 3 прим. 1 статьи 12.19 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации, нарушение правил остановки либо стоянки транспортных средств на общественном транспорте или до 15 метров налагается административный штраф в размере 1000 рублей. То есть водитель не имеет права останавливаться на расстоянии меньше 15 метров от места остановки и стоянки маршруток и такси. Под стоянкой понимают длительное прекращение движения транспортного средства на срок более 5 минут.
Как только в Якутске устанавливается достаточно теплая погода, количество двухколесных транспортных средств значительно увеличивается. Десятки велосипедистов появляются на городских улицах и вливаются в плотный транспортный поток. С потеплением на улицах все больше и детей, которые, к сожалению, нередко становятся персонажами сводок ДТП. Об аварийности на дорогах за первые месяцы этого года нам сегодня расскажет Владимир Ощепков, временно исполняющий обязанности начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Что говорит статистика, каковы показатели аварийности и травматизма на наших дорогах за первые месяцы? За 4 месяца текущего года у нас на территории республики было зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, где у нас, к сожалению, погибло 19 человек и различные травмы получили 295 человек. Какие виды ДТП в основном зарегистрированы на дорогах наших? По видам, если в принципе взять, у нас, конечно, большое количество столкновений. Также у нас в последнее время участились столкновения именно при выезде на полосу для встречного движения. И также у нас не отстают наезда на пеших участников дорожного движения. И в связи с потеплением у нас опять же появились такие виды дорожно-транспортных происшествий, как наезды на велосипедистов. И, наверное, сами замечаете, у нас в городе уже начало вовсю работать прокатный сервис электросамокатов, средств индивидуальной мобильности. Поэтому, наверное, хотелось бы, сразу обратиться к участникам дорожного движения, которые, опять же, будут пользоваться данными видами транспортных средств. В первую очередь, конечно, вспомнить правила дорожного движения, и также посмотреть отдельно правила дорожного движения по средствам индивидуальной мобильности. И средства индивидуальной мобильности говорят о том, что нужно кататься по одному, а не по два человека, как это часто бывает. Да. Наверняка вы проводите рейдовые мероприятия. Расскажите, пожалуйста, о них, какие были проведены. У нас рейдовые мероприятия, наверное, проходили с начала года, конечно, уже с начала года у нас, в принципе, сотрудники госавтоинспекции республики отработали в усиленном варианте несения службы. Также в начале сезона охоты у нас сотрудники госавтоинспекции совместно с другими службами также работали по выявлению охотников, которые, опять же, охотятся нелегально, можно сказать, да, и это мероприятие у нас называлось, как обычно, «Анаконда», и также в связи с потеплением, и, опять же, с началом летнего периода, да, у нас также будут проводиться такие мероприятия, как внимание мотоцикл, и также не будем обходить, наверное, стороной и велосипедистов, и средства индивидуальной мобильности. Угу. Владимир, вы уже рассказали, да, по поводу ДТП с участием велосипедистов, а что по поводу мотоциклистов? Как часто они попадают в ДТП? Потеплело, соответственно, сезон, в принципе, официально у них еще не открыт, но уже, можно сказать, в статистике они у нас уже есть. И даже буквально за прошлую неделю у нас также было зафиксировано несколько дорожно-транспортных происшествий с участием мотоводителей, да, и мототранспорта, где, наверное, повезло водителям мототранспорта, они получили незначительные ушибы, и, соответственно, им была оказана разовая медицинская помощь. И сейчас уже, наверное, с потеплением хотелось бы напомнить, опять же, водителям мототранспорта, да, перед тем, как выезжать, нужно, опять же, повторить в первую очередь правила дорожного движения, и не стоит забывать про средства защиты, которые предусмотрены для водителей мототранспорта. Это в первую очередь обязательно должен быть мотошлем, и, соответственно, этот мотошлем должен быть правильно пристегнут. Соответственно, если шлем есть, но он не пристегнут ремешком, то также будет считаться это нарушением, то есть так как и водитель транспортного средства, это будет считаться как неприменение ремней безопасности. А какова ситуация по детскому травматизму на сегодняшний день сложилась в Якутске и в республике в целом? На сегодняшний день в целом у нас по республике было зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, где у нас различные травмы получили 31 человек, то есть несовершеннолетних. Некоторые дети, конечно, можно сказать, то, что они не знают правила дорожного движения и, соответственно, перебегают не там, где положено, да. Но это, опять же, у нас на районах, но и в черте города также у нас было
несколько случаев, когда дети перебегали дорогу в неположенном для этого месте, ну и, к сожалению, конечно, попадали под транспортное средство. Поэтому тут, наверное, конечно, большая часть, наверное, вины ложится на родителей, которые не обеспечили безопасность своего ребенка, да, то есть не объяснили, где нужно переходить, да. Ну и сейчас с наступлением летнего периода, да, то есть потеплением у нас очень много, к сожалению, родителей покупают для своих детей транспортные средства, то есть малокубатурные мотоциклы, те же пит-байки, которые у нас сейчас, опять же, как бы вроде бы и спортивный инвентарь, но, к сожалению, не стоит забывать о том, что он предназначен именно для конкретных мест, ну и, соответственно, именно для спортивного снаряжения, так сказать, да, то есть они должны кататься в специально отведенных для этого местах, и до этих мест они должны доезжать на прицепе, то есть никак не за рулем, то есть, соответственно, они не должны кататься на дорогах общего пользования. Какие у нас в основном проблемы на дорогах Якутска существуют и в республике в целом? Ну, проблема у нас, наверное, можно сказать, в принципе, как всегда, это у нас с началом, наверное, летнего сезона, ну и опять же с окончанием, это у нас водителями, наверное, можно сказать, забывают про те правила, да, которые они должны соблюдать, соответственно, когда они после зимних, можно сказать, стоянок, да, которые водители у нас не пользовались в зимний период транспортным средством, да, ну и также сейчас, наверное, острая проблема стоит, опять же, с выездом на полосу для встречного движения водителей, которые управляют транспортными средствами, да. Ну и если смотреть по анализу не дорожно-транспортных происшествий, да, а именно по анализу составления административных материалов, да, у нас водители, большинство не пристегиваются ремнями безопасности, да. И также в последнее время, наверное, увеличилось количество простых столкновений, которые, в принципе, можно было бы избежать, да, ввиду того, что водители, большинство, наверное, можно сказать, используют сотовые телефоны, и, соответственно, из-за того, что они были отвлечены, можно сказать, на сотовый телефон, соответственно, они попадают в незначительное дорожно-транспортное происшествие, как дистанция, да, это, то есть у нас большинство дорожно-транспортных средств происходит вблизи перекрестков, можно сказать, да, ну и, соответственно, также водители, опять же, из-за того, что они смотрят на телефон, опять же, бывает, наверное, много дорожно-транспортных происшествий, которых, в принципе, могло бы и не быть, можно сказать, да. Ну и, конечно, нужно учитывать, ну и, соответственно, строго соблюдать правила дорожного движения. Спасибо, Владимир. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Владимир Ощепков, временно исполняющий обязанности начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения. А мы продолжаем. На тему детской автобезопасности нами сказано очень много, но тем не менее у телезрителей возникают вопросы. Почему нельзя возить грудничка на руках? Что это за специальные кресла для новорожденных и детей до года? Какие они бывают, чем отличаются и какой в конце концов лучше выбрать? Давайте разбираться вместе. Действительно, некоторые мамы считают, что ребенок будет чувствовать себя безопасно в ее руках, но они сильно заблуждаются. Следует знать и помнить, на каждого малыша должно быть отдельное место, и только в специальном удерживающем устройстве. Существует 5 групп детских удерживающих устройств. Это группа 0, группа 0+, группа 1, группа 2 и группа 3. Группа 0 – это от рождения до 6 месяцев, так называемые автолюльки. Они должны располагаться боком по направлению движения. Группа 0,1 – они предназначены для детей до года и весом до 13 кг. Больше похожи на сиденье, они должны быть установлены только спиной по ходу движения. Автокресла группы 1 предназначены для детей от 1 года до 4 лет и весом от 9 до 18 кг. Малыш может сидеть лицом вперед. Группа 2 – это дети от 15 до 25 кг и возрастом до 7 лет. Группа 3, они рассчитаны на детей от 6 до 12 лет с весом от 22 до 36 кг. Кресло либо бустер. Есть и автокресла, которые совмещают в себе функции сразу нескольких групп.
Так, дети от 7 до 11 лет включительно на переднем сиденье легкового автомобиля должны передвигаться в детских удерживающих устройствах, а на заднем ребенок старше 7 лет может быть пристегнутым обычным ремнем безопасности, но его рост должен превышать 150 сантиметров. Если ребенок ниже, то необходимо использовать бустер, который как бы делает ребенка выше, чтобы ремень безопасности подходил по размеру и не сдавливал лицо и шею. Конец учебного года предполагает выезды детей в походы и на выпускные баллы, которые нередко проходят за пределами города. И любая такая поездка для детей равна настоящему празднику. Но в подобные путешествия необходимо отправляться на специальном автобусе, который оснащен дополнительными средствами пассивной и активной безопасности. Далее тему продолжит наш следующий сюжет. Организованная перевозка группы детей – это перевозка детей численностью 8 и более человек, которые едут без родителей или иных законных представителей. Для такой перевозки рекомендуется использовать автобус с опознавательными знаками ограничения скорости, в котором должны быть ремни безопасности для каждого пассажира, а на крыше исправный маячок желтого или оранжевого цвета, который при движении автобуса должен быть включен. Само движение автобуса не должно превышать скорости 60 км в час. Перевозкам детей допускаются водители, чей стаж работы категории D составляет не менее 2 лет. Кроме того, он не должен в течение года привлекаться к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством или административного ареста за правонарушение в области дорожного движения. И перед началом организованной перевозки группы детей в подразделение госавтоинспекции подается уведомление. Заявка на сопровождение колонны автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, должна быть подана не позднее 10 дней до начала перевозки. После подачи заявки об организованной перевозке результат рассмотрения можно проверить по номеру ID уведомления либо по государственному регистрационному знаку транспортного средства, указанного в уведомлении. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит на них риэлтор агентства недвижимости «Промегаполис» Джулхан Иванов. Джулхан, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, каков ваш водительский стаж? У меня водительский стаж именно ровно год прошел. Значит, знания свежи. Давайте мы их сейчас проверим. Вопрос номер 1. Разрешается ли вам обогнать грузовой автомобиль в конце подъема? Разрешается. Разрешается, если скорость грузового автомобиля не более 30 км в час. И запрещается. Ваш вариант? Вариант ответа номер 3, потому что дорога узкая, и на подъеме никогда не стоит обгонять машину, потому что может быть встречная машина. Ваш вариант номер 3 принято. Следующий вопрос. Разрешается ли вам выполнить поворот направо по указанной траектории в данной ситуации? Разрешается или запрещается? Разрешается, потому что с правой полосы дорога закрыта из-за поломанной машины. Принято. Следующий вопрос. Данная разметка обозначает участок дороги, где запрещено движение на тротуаре у тротуара, место, где запрещена любая остановка, место остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси. Да, вариант ответа номер 3. Места остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси. Принято. Следующий вопрос. На грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн можно двигаться со скоростью не более 50 км в час, не более 70 км в час и не более 90 км в час. Вариант ответа 3. Не более 90 км в час. Принято. Следующий вопрос. Этот знак показывает направление движения на перекрестке, указывает, что на пересекаемой дороге движение осуществляется по 2 полосам и запрещает разворот на перекрестке. Вариант ответа номер 1. Те, кто бывает в Булусах, наверное, видели такие знаки.
данный знак показывает направление движения на перекрестке именно. В принципе, все. Принято. В месте въезда из лесистого участка, где установлен знак «Боковой ветер», вам следует уменьшить скорость и быть готовым к возможному отклонению автомобиля от заданного курса, не изменяя скорости, сместиться ближе к центру дороги, не изменяя скорости, сместиться ближе к обочине. Вариант, я чуть затрудняюсь, но я думаю, догадываюсь. Вариант ответа номер 1 будет. Принято. Кому вы должны уступить дорогу при повороте налево? Только мотоциклу, только автомобилю с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом и обоим транспортным средствам. Вариант ответа номер 3, потому что вот едет машина с проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Это в первую очередь останавливаем движение и пропускаем вот эту машину. А в вторую очередь вот, мотоцикл, потому что он едет прямо по главной дороге. Принято. В каком месте вам следует поставить автомобиль на стоянку с правой стороны дороги? Непосредственно перед пересечением проезжих частей, непосредственно после пересечения проезжих частей, не ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части. Вариант ответа номер 3, это очевидно, не ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части. Принято. Следующий вопрос. Такой сигнал рукой, подаваемый водителем легкового автомобиля, информирует вас о его намерении повернуть налево или выполнить разворот, о его намерении остановиться и уступить дорогу грузовому автомобилю, о приближающемся слева транспортном средстве. Ваш вариант? Вариант ответа номер 1. Такой сигнал подают рукой, когда неисправна система, световая система машины. И в данном вопросе его намерение повернуть налево или выполнить разворот. Принято. Ваш вариант номер 1. Следующий вопрос. Как вам следует поступить при движении в прямом направлении? Уступить дорогу грузовому автомобилю, выезжающему с грунтовой дороги, или проехать перекресток первым? Проехать перекресток первым, потому что мы движемся по асфальтированной дороге, а КАМАЗ, грузовик, выезжает с грунтовой дороги. Ваш вариант номер 2. А результаты проверит преподаватель правил дорожного движения, эксперт Анастасия Бушуева. Добрый день, уважаемые телезрители. Итак, проверим знания по правилам дорожного движения Джолусхан. Итак, первый вопрос. Разрешается ли вам обогнать грузовой автомобиль в конце подъема? Перелом дороги ограничивает видимость в конце подъема, поэтому здесь обгон запрещен. Ответ был правильным. Приступаем ко второму вопросу. Разрешается ли вам выполнить поворот направо по указанной траектории в данной ситуации? Поворачиваем направо с правой крайней на правую крайнюю. Но у нас такой возможности нет. Легковой автомобиль совершил вынужденную остановку, поэтому мы можем поворачивать направо на вторую полосу. Ответ 1. Ответ был правильным. Итак, третий вопрос. Данная разметка обозначает. У нас разметка 1.17.1, и она обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси. Следующий вопрос. На грузовом автомобиле, разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн, можно двигаться со скоростью. У нас установлена табличка «Вид транспортного средства 841». И эта табличка относится к грузовым автомобилям, разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. А мы двигаемся на грузовом автомобиле не более 3,5 тонн, поэтому вне населенного пункта мы двигаемся не более 90 км в час. Ответ был правильным. Следующий вопрос. Этот знак. Это знак, предупреждающий знак, показывает направление поворота на Т-образном перекрестке. Поэтому
Ответ был правильным, показывает направление движения на перекрестке. Следующий вопрос. В месте выезда из лесистого участка, где установлен знак «Боковой ветер», вам следует. Здесь мы уменьшаем скорость и быть готовым к возможному отклонению автомобиля от сил бокового ветра. У нас установлен знак «Боковой ветер». Ответ 1. Ответ был правильным. Следующий. Кому вы должны уступить дорогу при повороте налево? Перекресток регулируемый. Мы должны руководствоваться светофором, а не знаком. При повороте налево мы уступаем встречному автомобилю и, конечно же, включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Ответ был правильным обоим транспортным средствам. Ответ 3. В каком месте вам следует поставить автомобиль на стоянку с правой стороны дороги? Остановка и стоянка запрещена на пересечении проезжей части и не ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части. Ответ 3. Такой сигнал рукой, подаваемый водителем легкового автомобиля, информирует вас. Сигналу левого поворота соответствует вытянутая в сторону левая рука. Поэтому такой сигнал рукой информирует о его намерении повернуть налево или выполнить разворот. Ответ был правильным. Как вам следует поступить при движении в прямом направлении? Грузовой автомобиль выезжает из грунтовой дороги, мы двигаемся по твердой дороге, а твердая дорога по отношению к грунтовой является главной. Поэтому здесь проезжаем перекресток первыми. Ответ 2. Итак, у нас Жолускан ответил на все 10 вопросов правильно. Уважаемые водители, соблюдайте правила безопасности на дорогах. От вас зависит судьба других участников дорожного движения. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч!